Продолжаем «Уфимский разворот» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Я напомню слушателям, что до перерыва я объявил голосование по поводу вашего отношения, точнее, изменения вашего отношения к празднику День России, который отмечается завтра, 12 июня. Если оно уменьшилось, то есть этот праздник для вас стал менее значимым за последние годы, 262 72 47. Если он стал более значимым или как минимум отношение к нему не ухудшилось, 262 72 48. Сложный довольно-таки вопрос, и голоса почти разделились пополам. Подвожу итоги. 62% говорят, что все-таки отношение к этому празднику стало хуже за последние годы. Но 38% заявили, что в принципе отношение либо сохранилось, либо даже стало лучше. И вот гость нашей студии, руководитель Координационного совета общественных организаций по развитию башкирского языка и культуры, один из разработчиков госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан на 19-24 годы Тимур Мухтаров, который находится рядом со мной. Скажите, вот у вас лично как отношение к празднику День России? Вы его считаете за праздник, в принципе? Добрый день, Руслан. К этому празднику у меня отношения сложные. Я его за праздник не воспринимал. Я еще помню те праздники, которые были в советское время, застал их и чувствую, что лучше них праздников у меня не было. Ну, то есть таких дней, которые вы ощущали внутри, да, именно вот это вот ощущение праздника. Да. Ага. А День Республики 11 октября, который аналогичным является, кстати, ну, по сути, да, день принятия декларации о суверенитете, для вас такой же не очень значительный день? День Республики для меня более такой значительный, потому что он эмоционально связан с моей родиной, поэтому все-таки больше я к нему отношусь лучше. Ну, давайте тогда, прежде чем перейдем к теме вот этих вот сложных вопросов, связанных с диалектом, все-таки поясним слушателям в нескольких словах о той программе, автором которой вы являетесь. Что за программа на 5 лет, с чьей подачи, благодаря чьей инициативе она была разработана и к чему она призвана? Такая государственная программа, она должна, по идее, приниматься в соответствии с законом о языках народов Республики Башкортостан. И в этот раз, в 2017 году, она была разработана с подачи тогдашнего главы республики Хамитова. То есть лично он инициативу проявлял? Да, конечно, это его окружение, администрация главы республики, и это был ответ на тот языковой кризис, который разразился в связи с проверками прокуратуры, в связи с тем, что башкирский перестал быть обязательным. Ага, напомним, да, в 2017 году случилось выступление Путина, который сказал образно, что вот не нужно изучать языки обязательно. Потом в Уфе случились митинги, в том числе, да, движение Башкорт в защиту башкирского языка. И вот на этом фоне администрация Хамитова решила принять программу. Да, так точно. Угу. Эта программа уже, по сути, должна реализовываться, начать, по крайней мере, да, в 2019 году. На сегодняшний день есть уже какие-то конкретные шаги, которые реализуются с помощью этой программы? Из конкретных шагов я вижу только гранты главы республики по языкам, суммы которых тоже заложены именно вот в рамках данной госпрограммы. Но говорить о каких-то значительных результатах я бы не стал, потому что я не вижу каких-то изменений, например, улучшения башкирского языка в системе образования и в системе цифровизации башкирского языка, который также влияет на систему образования. В общем-то, раздаются гранты. То есть вот эти пункты, о которых вы не видите, они в программе есть, но фактически ничего не делается для того, чтобы эти пункты реализовать? В программе, да, они есть, но реализуются они не так, как хотелось бы. На ваш взгляд, что происходит? Почему так происходит, точнее? На каком уровне происходит, ну, скажем, саботаж? Я бы сказал, это на уровне чиновников среднего звена. То есть дело в том, что наши министерства, скажем так, наши власти Республики Башкортостан имеют, кроме закона о языках республики, еще негласные указания, которые, как в советское время, сообщаются по телефону и по другим негласным каналам связи. И они передаются со стороны уже федерального центра.
Так. Например, наше Минобразование получает какие-то негласные указания из Минобразования России. И уже в соответствии вот с этими указаниями уже ведется реальная национальная политика, и те, казалось бы, хорошие намерения, которые заложены в госпрограмме, в результате нивелируются. Угу. То есть, сейчас вы довольно-таки громкое заявление делаете. А есть ли, я не знаю, какие-то подтверждающие факты или люди, которые вам об этом рассказывают? Вот откуда информация, что действительно есть вот эти негласные требования со стороны федеральных органов власти, и причем эти требования, идущие вразрез действующему законодательству? Я слышал это в неформальных беседах с сотрудниками Министерства образования Республики Башкортостан. Потом я еще знаю о том, что наше Министерство России принимает некоторые подзаконные акты, которые, в общем-то, противоречат федеральному закону об образовании и так далее. Но они реализуются именно в обязательном порядке, несмотря на то, что есть федеральные нормы. Я говорю так, например, о том, что наш, вот, допустим, башкирский язык, согласно вот внутренним приказам Минобразования, не может стать языком образования в школах. Ага, то есть, по приказу башкирского или федерального? По приказу федерального. Ага. И этот приказ, он не афишируется, хотя, в общем-то, его можно найти в интернете, но как бы он выполняется. Ага. А я так понимаю, на уровне регионального законодательства есть такая возможность? Есть такая возможность, но прислушивается именно к этому подзаконному акту. И в результате у нас на сегодняшний день нет вообще школ или классов, где бы все предметы преподавались на башкирском языке. Да, так понимаю? точно. То есть башкирский идет отдельным языком, как государственный там, или как родной, но физику или математику на башкирском уже не преподают. Да. Хотя в советские годы, я помню, преподавали. Да, именно так. Именно так. Угу. То есть мы делаем вывод, что фактическая ситуация с развитием языков сейчас хуже, чем была 30 лет назад. Так ведь? Да, это верно. Ну, на этом фоне мы еще, я так понимаю, вернемся вот к этому взаимодействию федералов и региональных властей. На этом фоне у нас происходят вот некие, не знаю, пиар-акции, что ли, можно ли их так назвать, вроде диктанта башкирского, который прошел в онлайне в апреле месяце. И все бы ничего, если бы этот диктант не имел такую вот спорную, что ли, составляющую, которая вызвала дискуссии в обществе. Я имею в виду диктант на северо-западном диалекте башкирского языка. Вот вы, как автор программы по развитию башкирского языка, как вообще относитесь к идее наличия как такового северо-западного диалекта? Северо-западный диалект есть. Я работаю в научной структуре. Это Институт истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра. А в свое время этот институт выпустил научные труды о наличии 3 диалектов башкирского языка. И самый поздний из всех диалектов был признан именно научными кругами и учеными, башкирскими учеными, северо-западный диалект. Причем это произошло еще в 80-х, 90-х годах. И вышли научные труды капитальной монографии на эту тему, которые были обсуждены, апробированы, диссертации защищены. То есть с этим у нас проблем нет. В Казани есть непризнание этого диалекта. Но мы признаем, и для нас это уже давно сложившийся факт. Так. Ну, то есть ученые круги давно об этом, получается, решили, по крайней мере, но на уровне официальных властей об этом говорить, причем внедрять стали только сейчас, так? Да, но я хотел бы вам обратить внимание, что внедрять стали не только при нашем нынешнем режиме, нашем главе Хабирове, а уже при Хамитове. То есть, например, летом 2018 года вице-премьер Салават Сагитов собрал у себя закрытое совещание чиновников и башкирских ученых, на котором он представил, как уже свершившийся факт, проект постановления правительства о внедрении северо-западного диалекта, в том числе в системе образования республики. Угу. Но тогда у властей республики не хватало просто ресурсов и довести начатое до конца. И проект этот
так и остался проектом. Вскоре Хамитов ушел в отставку, как вы знаете. Ну да. Да, но сейчас при новом главе эта тема внедрения снова стала муссироваться северо-западного диалекта, причем на официальном уровне. Как вы видите, Хабиров нынче официально благословил башкирский диктант, причем он прекрасно знал, что в этом году правила диктанта предусматривали вот такой вот политический конфликтный пункт о возможности написания его на северо-западном диалекте. И все это заставляет меня сделать вывод о том, что такое политическое муссирование возможного внедрения северо-западного диалекта, оно является частью национальной политики уже федеральных властей в Башкортостане, а не только нашей внутренней республиканской повесткой. То есть федеральным властям выгодно в этом смысле, да? Точнее, в каком смысле мы пока не поняли, но им выгодно, чтобы был северо-западный диалект официально признанным. Если да, то почему? Я здесь хочу развести понятие. Федеральным властям, в общем-то, это не настолько важно, чтобы он был признан реально, но для них важно, чтобы была муссирована вот эта тема, но при чтобы этом... были споры определенные. Да, так. чтобы было какое-то такое вот противостояние, точка какого-то вот недоверия. Между Татарстаном и Башкортостаном, в частности. Не только. Между внутри сторонниками, даже. допустим, возрождения татарского языка и сторонниками возрождения башкирского языка. Вот, как вы знаете, в 2017 году произошел кризис именно, как бы, с одной стороны, были сторонники возрождения родных языков татарского, башкирского языка, а с другой стороны, им противостояли, как бы, со стороны федералов те, кто вообще хотел лишить их статуса государственного. Так. Вот. Но при этом, как бы, федеральная сторона хочет оставаться при этом, как бы, негласно. Ну да, понятно. Действовать негласно. Как бы ни при чем. Да. Ага. Интересное мнение. А вот все-таки, вот вы упомянули, что язык, точнее, диалект северо-западный уже официально утвержден. А существуют ли нормы этого языка в плане правописания, орфографии и так далее? Я почему спрашиваю? Я как участник этого башкирского диктанта, который писал именно часть на северо-западном диалекте, задавался вопросом и до последнего момента так и не понял, а какой алфавит использовать, какую грамматику? Все-таки она отличается в татарском и башкирском языке. То есть звучание это татароязычное было, грубо говоря, у этого диктанта, а этот самый диктант называется вроде как башкирским. И я сижу и думаю, вот это слово, звучащее как бы по-татарски, мне как писать? С учетом татарской или башкирской грамматики? Официально нормы этого языка, так называемого языка северо-западных башкир, они еще не утверждены, но я знаю, что за счет средств гранта главы Республики Башкортостан были написаны книги, которая называлась одна «Проект орфографии северо-западного диалекта башкирского языка», и другая — это «Нормирование северо-западного диалекта башкирского языка». И автором этих монографий был коллектив под руководством Искандера Саидбаталова, который является сотрудником кафедры археологии в Башгу, но при этом он кандидат филологических наук. То есть эта брошюра вышла, но нигде она не прошла никакой апробации среди филологов, никакого утверждения официального не было. Но уже на нем все равно, как бы, пишутся, как бы, в соответствии, видимо, с ними. А вы к организаторам диктанта и к тем, кто проверял работы, какое-то отношение имеете? Можете помочь с тем, чтобы я эту работу увидел? Мне-то оценку прислали, 4, а я не знаю, какие там у меня ошибки, как их проверили, там, вот как это у нас в школе было, да, на полях галочки ставятся. Отношение к организаторам диктантов имеет фонд башкирского языка, возглавляемый Юсуповой Гульнас. Ага. Я, к сожалению, даже не к сожалению, может быть, к счастью, никакого отношения к этому не имею. Я понял. Так, ну смотрите, как бы ладно, все это, как говорится, споры, ломание копий, ну к чему-то, может быть, оно приведет, но цель-то конечная, она ведь все-таки, наверное, одна у всех, да, языки нужно сохранять и как-то развивать, потому что тренд не способствует, что ли, да, потому что все меньше и меньше носителей становится. Да, вы знаете, я бы как раз хотел здесь сказать, что вот что касается вот возрождения, развития башкирского языка, возрождения и развития татарского языка, потому что вот эта история с диалектом, она напрямую их касается, вот этих двух языков. Вот в теории игр существует такое понятие, как игра с нулевой суммой, когда ресурсы фиксированы, и один игрок может выиграть лишь за счет другого. Но есть и другая модель, когда два игрока сотрудничают, и в результате выигрывают оба, каждый получает свою выгоду.
И такая модель называется по-английски win-win. Она сложнее, но в природе распространена больше. Так вот, я бы применил эти модели к отношениям между сторонниками вот возрождения башкирского и сторонниками возрождения То есть татарского у вас языков есть в модель, условиях когда России. все могут остаться при своем, как говорится, и выиграть. Да, ведь Так. основа для сотрудничества есть. Это вот уникальное сходство башкирского и татарского языков. Это сходство рождает единую языковую среду. Это очень важно, особенно для регионов и городов, которые за пределами Республики Татарстан и Республики Башкортостан. И вот эта языковая среда, она объективно повышает шансы на выживаемость обоих языков. То есть можно сказать, что башкирам, если они хотят сохранить число носителей своего башкирского языка, жизненно важно, чтобы татары в будущем тоже продолжали говорить на татарском языке. И тогда башкирам будет с кем говорить вообще на своем языке, смотрите, в рамках татары, единой по башкирской моим языковой наблюдениям, среды. и так говорят активно в той же самой Казани, да, язык активно используется в повседневной жизни, а в Уфе не особо. Да, языковой практики в Уфе вот мне, как башкиру, не хватает. И чаще всего мне получается практиковаться с татарами. Я говорю на башкирском языке, татары говорят со мной на татарском языке, и оба остаются довольными друг другом, потому что понимают. И, в общем-то, говорят какими-то едиными культурными кодами, одними и теми же поговорками, одними и теми же песнями ссылаются на какие-то общие мемы и так далее. Вот. Ну а вот в случае с политизацией вот северо-западного башкирского диалекта, его каком-то внедрении искусственном, я уверен, что вместо сотрудничества мы получаем противостояние. То есть нам придется играть в игру с нулевой суммой. Например, вот в результате вот политики внедрения у нас под предлогом того, что татарский язык не является родным для населения северо-запада, он может быть исключен из школ Так. искусственно. Или же литературный башкирский язык, который тоже в этих школах изучается как государственный, он тоже может перестать изучаться, и вместо него, например, внедряться какой-то диалект. Вот, северо-западный диалект башкирского внедрят. Ну, Да, а что это есть... изменит-то? То есть называться будет по-другому, а по сути-то... Нет, изменит этот вот что. Вот представьте, раз татарский язык в школе не нужен, например, все учебники собираются, увозятся, сдаются в макулатуру татарского языка. Так. То же самое, например, учебники башкирского языка, там не нужны литературные, привозится что-то другое, но оно, вот это другое, не может заменить ни татарского, ни башкирского языка. И в результате получается ничего. Ага, То есть, пустота получается. Да. То есть, смотрите, если я вас правильно понимаю, с одной стороны, вы согласны с тем, что диалект существует, это признанная история, все нормально, пусть он будет, но то, что его внедряют сейчас сверху из-под палки, вы считаете это неправильно? Что его внедряют в систему образования. Я согласен, пусть этот диалект, он в системе, в сфере культуры существует, например, художественная самодеятельность, даже эстрада или вообще какие-то другие формы. Но вот давать ему официальный статус, объявлять его языком образования, да, как родной, чтобы он изучался и так далее, вот этого делать не надо, потому что тогда пострадает и башкирский, и татарский язык в тех же школах. Вот. И это будет уже даже не игра с нулевой суммой, где проигравшими будут две стороны, а тут даже и третья сторона проиграет, которая вот действует согласно как бы там своим негласно действует в надежде, чтобы обе стороны не договорились, но даже им тоже в будущем это аукнется. Потому что как бы придется какие-то ресурсы вкладывать, чтобы вернуть все на нормальное русло. Ну вот времени немного, вопрос сложный, но все-таки попробую задать. Смотрите, вот вы утверждаете, что все-таки федеральные власти заинтересованы вот в этой ситуации. А с учетом у нас строгой вертикали власти, я делаю вывод, что местные власти ни в Башкортостане, ни в Татарстане ничего против сделать не смогут. То есть бесполезно этот разговор пытаться к чему-то призвать. Или я ошибаюсь? Ну, я вообще понимаю, что стратегия Татарстана в этой связи может быть только такой, что они продолжают как бы изучать там, или пропагандировать развитие изучения татарского языка, пусть это даже будет под маркой диалекта. Вот. Это единственная как бы стратегия, если они хотят сохранить татарский язык. Другого как бы они сейчас могут, да, протестовать, но пока что это рождает действительно тот конфликт, который, в общем-то, в котором заинтересованы.
Ну что ж, благодарю вас. Я напомню, что в гостях нашей студии был руководитель Координационного совета общественных организаций по развитию башкирского языка и культуры Тимур Мухтаров. Меня зовут Руслан Валиев. Желаю всем хорошего дня, хороших выходных. С праздником, Днем России и Днем города, в принципе, вас тоже поздравляю. До новых встреч. Пока. Мягкой посадки вашим батарейкам.